Время 18 часов. Сегодня 12 мая. Послезавтра закрытие охоты на утку. И еще до 20 числа будет открыта охота на вальшнепа. На утку закрывают, а на вальшнепа еще охота будет открыта. Но я уже, разгорелось-то как. Я весеннюю охоту, в принципе, уже закрываю. Но на штаны тоже надо раздеть. Потому что штаны сырые. И неудобно. Все равно я далеко уже сегодня не пойду. А если надумаю куда-либо идти, можно еще на вальшнепа сходить. Где-то с километр отсюда. Не больше 1,5 километра. Там луг есть, место. Может там еще посидеть. Но смысла, наверное, я тоже не вижу. Так, а на ужин хочу приготовить, как и ранее говорил, сперва обжарю лук с колбасой, туда бахну макароны, залью водой и буду держать на огне. До сих пор у меня нету разделочной доски, приходится вот так. Знаете, вот в тайге никакая зараза, в принципе, не липнет, ничего. И не заморачиваешься, какая-то там гигиена или еще что-то там. Просто не надо думать об этом еще. Все с руки сделаем. Все получится. И даже очень вкусно. Вот так я первый раз, наверное, в интернете увидел готовку. Чтобы, скажем, не надо сперва отваривать там. Мы как раньше делали. Макароны в кастрюле отвариваешь, потом в сковороду ложишь, там обжариваешь туда-сюда. Оказывается, можно сразу здесь делать. И я в интернете посмотрел у Александра Мендруля. Если, Сашка, смотришь, привет тебе. И, как сказать, наверное, дома он приготовил так, помнится. Но мне так понравилась эта идея, очень понравилась. И прошлую осень, вы не раз видели, как я гречку так готовил. Гречку готовил. Четко получается. Но вот макароны вот не помню. Наверное, один раз, наверное, или вообще не готовил. Но вот рис и гречку я готовил не раз. Вот. Много, в принципе, готовить не надо. Аппетита особого нету. Когда работаешь, много работаешь, тоже вот весной. Сейчас еще вот прохладно, а вот уже к лету, вот поздней весной приезжаю сюда и тоже вот что-то делаю. Потом хочется пить, очень много пить. Чай вот ты трескаешь целый день. И про еду только вот вечером вспоминаешь, что надо покушать. Конечно, если не кушать, тоже энергия пропадает, и человек, силы не будет. Вот так. В принципе, наверное, и хватит. Половина сковороды уже. Это и колбасы. Но на перебор уже.
Да, другой растительного масла нету. Обязательно надо привезти. Срок годности истек. Но будем надеяться, будем живы. Не помрем. Хватит. Хана. Растительного масла нету. Что-то я... Ну и это сейчас на печку поставлю. Буду обжаривать. Потом уже макарошки закинем. Вот пошла жара. Немножко обжарим. Ну, чтобы лук помягче был. Корки не надо, ничего такой золотистой корочки, там некоторые любят. Вот. Мне чтобы чуть-чуть мягче стало еще. Когда с корочкой, ну как сказать, золотистая корочка будет. Изжога от этого, блин, как ни крути. Ну, немножко вжарим. Блин, как я нашел макароны. Тоже срок годности уже истек. Надеюсь, завтра проснемся. Блин, 18-й год. Ё-моё. Давайте. Сейчас я это приготовлю. И посмотрим. Как сказать. Завтра проснусь или нет. Если видео будет, значит все нормально. Если видео не будет, значит всему виной это макароны, у которого срок годности прошла. Вот. Здесь я думал, макароны у меня есть еще запасены, но знаете, вот сейчас мало стал употреблять в лесу макароны. В основном гречку и рис готовлю. Жареную картошку так. Вот. Мне надо привезти сахарный песок, я смотрю, здесь есть. Надо привезти мне, ну это я имею в виду песок запас, чтобы на всякий пожарный. Чай, в принципе, тоже есть. Надо вот привезти растительное масло одну. И одну пачку хотя бы макаронов, пускай будет. Это сейчас, когда я буду ехать в конце мая, если все нормально будет, я еще приеду. А осенью уже осенью надо еще одну пачку риса привезти. Для собаки все есть. Крупа есть для него. Для меня вот эти продукты. Чтобы в запасе были. А так-то я всегда с собой что-то доберу. И я на всякий случай продукты на пару дней, чтобы в запасе было. У меня еще в амбаре вот такая пачка еще одна целая есть. Но считай уже 18-го года. Не знаю, сколько срок годности, может 2 года, может год, может 5 лет. Я не вижу, где написано. Так. Датка, упаковку, номер семейный. А вот где это написано, хрен пойми. Так. Хранить при температуре 30, не более 24 месяца. 18. Уже 2 года как бы прошло. Так. Что-то очкую я, ребят. Что может случиться с мукой? Это сделано из муки. Вот. Моль может там быть.
еще. Да нет, нормально. Надо попробовать. Если, скажем, консервы, от консерва можно там отравиться легко и просто, очень просто. Прям запросто. Сварим, попробуем. Там у меня уже все золотисто становится, вон. Смотрите. Вполне достаточно. Колбаса обжаривать. Да. И зальем водой. Вот так полка сушится там. Этот, как его, перчатки, стельки. Вот так. Достаточно. Еще посолить. Вот. Еще посолить и все. Хватит, наверное. Так, все. Посмотрим, что за ширли-мырли получится. На медленном огне держать. Но вот в этом месте более меньше жару. Аромат обалденный. Чуть-чуть соли не хватает. Угу. Надо еще добавить соли. Так пропарывается. Когда ты, как сказать, не обжариваешь, а пропариваешь, полезнее. Я так думаю. И многие, уверен, согласятся. Так. На улице птицы поют. Где-то косач такует. Может, на вырубках. Хрен пойми. Где они надумают, там и такуют. Потому что разбитые така. Там по несколько штук там разошлись еще. Раньше-то по 50, по 100 штук. Только большие были.
Ну, охотник разбомбили, одним словом. Потом вот эти тока разбились, и где-то 2 штуки, где-то 3 штуки, вот так уютно. Но, блин, звук есть, косач есть. Хорошо. Будем надеяться, что будет очень много птиц. А я сейчас на них не охочусь. Категорически против на весеннюю охоту на бурую птицу. Тут у меня уже, пока я болтал, уже все готово. Забираю. Вот и все. Вот такая ширли-мирли получилась, ребят. Сейчас я позвоню домой, если дозвонюсь, и буду ужинать. Так. Алло. Мужлан день газ бурема, а говорим дозвонить не. Дело нормально? Да. Сиди. Tauntai tankos jaužnyje. Tauntai tankos jaužnyje. Да. Позвонила жена. Как сказать. Я не мог дозвониться, потому что у меня на балансе деньги закончились. И она удивилась. Я говорю, я на второй избе нахожусь. Как, говорит, ты же на первую избу, говорит, поехал. Ну, я уже на второй избе. Сегодня здесь переночую. Завтра, говорит, приедешь, приеду. И хотели еще поговорить. Что-то она насчет котенка хотела сказать, и связь прервалась. Ну, я в избушке, и то, вот МТС, на второй избе у меня в избушке сегодня хорошая погода, вот получилось поговорить. Ну, самое главное, созвонились, она услышала меня, жив, здоров. Сейчас вот поужинаю, такой макарошки получились. Вполне вкусно. Угу. Ребят, вкусно. Видели, как быстро приготовить вот это? В сковороде. Обжариваешь все дело, ты что хочешь там, можешь там еще всяко разные ингредиенты там обжарить, там помидоры или еще все что угодно. Туда закидываешь макароны, рис или гречку и заливаешь водой кипятком, можно там чуть-чуть выше, хотя бы у меня вот сейчас на макароны я 5 миллиметров, может чуть больше воды налил, и вон пропарилось все. Еще вода есть, но мне так нравится. Я люблю всегда кушать с подливой или же чтобы жидкое было, а не сухой. Сухой не нравится мне. И все. Вот это для таежника, этот рецепт очень быстрый. На скорую руку быстро готовить. Короче, я ужинаю. Вот. Время надо посмотреть еще. Фонарик включен, что ли? Вот. Снова позвонили. Алло. No мы сейчас металлон, мы кyllintäimenen jää. Me kerkan tämän siiani sijaisissa voslaisi, me kerkaapuskasin. No пока.
деньги на баланс положили. Ну, и если что там вдруг мне понадобится там позвонить, кто его знает. Один, когда в тайге там. Ну и телефон, конечно, чтобы всегда под рукой был. Но я вот выхожу из избы, куда-то я пошел, а телефон у меня в избушке оставил. Я оставляю. Хотя там надо бы, чтобы всегда с собой было. Лекарства, чтобы самые необходимые лекарства, чтобы в кармане были. И телефон. Вот привычка, чтобы такая была. Но этой привычки у меня нету. Вкусно, ребят. Очень вкусно получилось. Макароны такие мягкие получились. Не разварились, ничего. Этот Ролтон нормальный макарон. Вот. Не разваривается. А вот пошла жара, блядь. Баланс пришел. Бабки пришли. А вот колбаса, он чуть-чуть жестковатый. Вот прям под зубами он чуть-чуть жестковатый. Все, я нормально хочу покушать. Я поем, а там поговорим, может еще включусь. Ух ты, хорошо-то как. 20 часов 47 минут. Ребят, я на минутку лег на нарах после ужина там. Фу, только что встал. Ой. Подкинул дрова в печь. Сейчас я пойду спать. Все, больше сегодня ничего делать не стану, снимать ничего не стану. Я буду просто отдыхать, лежать и отдыхать. Буду, одним словом, спать. Так что встретимся завтра. Завтра будет продолжение похода этого. И завтра уже поедем обратно домой. Вот так. Погода прояснилась. Смотрите, луна. Все хорошо. А я послушаю пение птицы. Что еще остается? Только ждать завтрашний день и спать, отдыхать. Все, пока. До завтра. Где-то прямо на нас летит. Вот он, вон. Вайшнеп. Видели? Это всю ночь он здесь будет кружить. Под выстрелом летел. Это был Вайшнеп.